Добрый день, сейчас находимся на участке в Дырнысе. Получается, здесь строим баню на бруса 150 на 150 размерами 5 на 6 с комнатой отдыха. На данный момент устанавливаем стропильные ноги, возводим крышу. Получается, установили стойки, коньковый прогон для удобства монтажа. И временно закрепили стропильные ноги на саморезы. То есть здесь все будет прокручиваться на глухари также. Далее, получается, стропильная нога торцуется и соединяется в стык. Далее уже затяжка фиксирует стропила между собой. Вот также покажу нюанс. Стропильная нога подпиливается для того, чтобы площадь опирания стропильной ноги была больше на саму стену. Вот абсолютно все стропильные ноги имеют вот такую пятку. Шаг стропильных ног 63 сантиметра, то есть от торца доски до торца 58 сантиметров, для того, чтобы было удобно утеплять и как-то использовать чердачное пространство. То есть в данном случае для бани можно и утеплить перекрытие, то есть замкнуть контур, сделать тепловым его и уже крышу не утеплять, а оставить холодный чердак. Внутри, получается, балки раздвинули для того, чтобы можно было установить печку прямо на фундамент. То есть не на балки ставить печь, а на фундамент. И дальше уже пойдет труба, и она выйдет между стропильными ногами, балками чердачного перекрытия и на крышу. Снаружи баня выглядит достаточно большой. В этой части находится, получается, вход в баню. Будет стоять перегородка для ограждения парной зоны. И вот слева можно видеть дверь, комната отдыха. Балки перекрытия в данной бане сечением 100 на 150. Пролет получился 3 метра. По расчету такая балка проходит по прочности, по прогибу. Поэтому приняли при строительстве именно балки такого сечения. Для удобства установки печи, как я уже сказал, балки были раздвинуты, и вот перемычки сделаны, прикреплены на П-образные крепления с прокруткой и глухарями. Крепления достаточно надежные, то есть пролет небольшой, нагрузку от пола они выдержат. От пола людей временную нагрузку. То есть на балке, уже сказал, печка не будет опираться, а будет стоять на фундаменте. Следующим этапом, получается, закрываем фронтоны. Ну, конечно, монтируем до конца стропильные ноги, закрываем фронтоны. Устраивается гидроветрозащитная мембрана, контур, обрешетка и укладываем профнастил.